Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. В рамках прошедшего в Баку второго фестиваля литературы и книги Тюркского мира Международным фондом тюркской культуры и наследия был организован День кыргызской литературы, посвященный 95-летию выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. На фестивале приняли участие президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, Национальной академии наук Азербайджана, Союза писателей Азербайджана, а также гости фестиваля. В рамках мероприятия, открывшегося гимном Кыргызской республики, был организован ряд тематических панельных сессий. На сессии «Кыргызская литература» выступили представители Кыргызско-турецкого университета МАНАС, профессор Бурул Сагынбаева и Алтынбек Исмаилов. Докладчики представили информацию о литературе Кыргызстана, были продемонстрированы видеоролики о кыргызской культуре. В завершении сессии Алтынбек Исмаилов продекламировал свои стихи. На сессии Чингиз Айтматов 95 литературоведы Мехман Гасанли и Назрин Алиева рассказали о творчестве великого писателя Кыргызстана и всего тюркского мира. Выступившая на фестивале представитель Международного фонда тюркской культуры и наследия Назгуль Омурзакова рассказала о совместных проектах, реализуемых в рамках сотрудничества между организацией и Кыргызстаном. Кыргыз жазуучусу Чингиз Айтматовдун 95 жылдыгына дүйнө жүзүндө белгиленип келет. Чингиз Айтматовдун чыгармалары кыргыз элинин каада салты менен тарыхында терең тамыр жайган. Анын чыгармалары дүйнө жүзү боюнча окурмандарга резонанс жараткан сүйүү, жоготуу жана адамзаттын универсалдуу темаларын изилдейт. Ушуга улай эл аралык түрк маданияты жана мурасы фондунун демилгеси менен коюлган Баку муниципалдык театрынын артисттеринин аткаруусунда Саманчынын жолу, ана тарла спектаклин үзүндүсүн сиздердин назарыңыздарда тартуулайбыз. Sen de beni tek koyup gittin ha? Ben niye ananla görüşmemiş gittin oğlum? Niye ananı tek koyup gittin ha? В своем выступлении народный артист Азербайджана, режиссер Марагим Фарзалибеков, высоко оценив деятельность Международного фонда тюркской культуры и наследия по продвижению на международном уровне богатого наследия Чингиза Айтматова и других выдающихся личностей тюркского мира, выразил большое удовлетворение сотрудничеством с организацией. Затем гостям фестиваля был показан отрывок из спектакля «Материнское поле», подготовленного актерами Бакинского муниципального театра в постановке Марагима Фарзалибекова. Спектакль был поставлен в рамках сотрудничества Бакинского муниципального театра с Международным фондом тюркской культуры и наследия. Профессиональная игра актеров была с восторгом воспринята публикой. Мероприятие завершилось дегустацией гостями образцов национальной кухни Кыргызстана. Уважаемые телезрители, как вам уже известно, съемочная группа телепередачи «Мост дружбы», побывав в разных странах, освещает материалы об образе жизни, быте, культуре, достопримечательностях разных стран и народов. В этот раз мы предоставим вам возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые подготовила наша съемочная группа с Северного Кипра. Напоминаем, что в прошлой программе вы познакомились с турецким городом Кахраман-Марашем, а в следующей передаче вы с нашей помощью совершите небольшое путешествие в город Инегел турецкой провинции Бурса.
Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет более 400 тысяч человек. Подавляющее большинство населения этнические турки, представляющие две общины. Местные турки-киприоты, около 1/3, и анатолийские турки, переселенцы из Турции, 2/3. Столица – Левкоша, главный город Мафагуста, Гази Магоса, Кирения, Гирне, Гюзельюрт, Морфу. Каждый город имеет сразу два названия – греческое и турецкое. Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Северного Кипра Эрджан выполняются только с территории Турции – Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы. Их регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. Время в пути около часа. От аэропорта до столицы Северного Кипра – полчаса езды, а до Фамагусты и Кирении – около 40 минут. Климат Кипра средиземноморский, умеренный, с сухим, жарким летом и довольно теплой зимой. Летняя жара продолжается с середины мая до середины октября, когда температура может подниматься до плюс 35. В тени, впрочем, благодаря умеренной влажности жара переносится легко. В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сфера услуг. Существует также сельское хозяйство и легкая промышленность.
Одной из основных ниш бизнеса является сфера образования. На Северном Кипре есть 6 частных университетов, большое количество колледжей и школ, таких как English School of Kyrenia. Также развита сфера строительства недвижимости. Другим столпом экономики Турецкой Республики Северный Кипр можно назвать частный сектор медицинского обслуживания. Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım. Самое замечательное время на острове – это бесспорно весна. Комфортный мягкий климат, теплое, но еще не палящее солнце, ласковый ветерок и ясное небо. Именно весной устраиваются все возможные городские и университетские фестивали и мероприятия. Так город оживает после зимних остолбенения и апатии, переключаясь на летний сезон и активный режим. Hep koşanın gençleri, çelerek gönülleri, çeliklendir elleri, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Sanki altın parçası, Kıbrıs'ın her parçası, sanki altın parçası. Mavsahi hisarları, Yeşilirne dağları, bakın güzel bağları. Kommer bitte, kleiner kommer bitte. Wir kommen alles gut? Ja. Super. Ja, bitte, nimm. Reflex, super. Hallo? Alles gut? Super. Langsam. Achso. Ein Minute, Serviet, kein Problem. Ich bin Tamlu. Wie heißt du? Luna. Luna, Pinocchio, alles gut? Luna. Nimm. Ui. Achso. Ja. Schokolade. Schokolade, kein Problem. Schokolade, kein Problem. Schokolade, White Schokolade. Nicht White Schokolade. White Schokolade. Şu anda bekliyorlar. Gel. Природа на севере острова поистине близка к райской. В сценарий идеального выходного дня гармонично впишется хайкинг. Киренийские горы, растянутые на десятки километров, достаточно внушительны и высоки, но ровно настолько, чтобы запросто покориться активному человеку. Семидесятилетнее виноградное дерево в Северном Кипре вошло в книгу рекордов Гиннесса.
Занимая площадь 224 квадратных метра, дерево дает 3 тонны винограда в год. Дерево посажено на пляже Ешелырмак Северного Кипра. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış, niye dedim. На некоторых вершинах расположились руины таких средневековых замков, как Сен-Хиларион, Буфавенто и Кантара. Когда-то эти крепости служили наблюдательными постами, откуда можно было заведомо издалека заметить вражеское наступление и оповестить об этом главную городскую цитадель, которая по сей день находится в центре Кирении и зовется Киренийской. Сегодня к ней можно прогуляться через живописный старый причал, облепленный уютными ресторанами. Yine beni görmüş kız rüyasında. Gül kokuyor ak gerdanında. Yine beni görmüş kız rüyasında. İki kolun arasında ölem dedim, dur yapma dedi, yapma dedi, yapma dedi yar yar, yapma dedi yar yar. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, var kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadına lan yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, var kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadına lan yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Yaşa dedi yar yar, yaşa dedi yar yar, yaşa dedi yar yar. Мечеть Лала Мустафа Паша построен в 1298-1312 годах во время правления династии Ильгузиньянов и был главным католическим храмом региона. Именно в этом храме проходило венчание монархов на Иерусалимский престол. Прообразом собора стал знаменитый Римский собор во Франции. Во время осады войсками Османской империи в 1671 году собор был поврежден пушечным ядром и пристроили минарет, обратив собор в мечеть. В 1974 году мечеть получила имя турецкого полководца, командовавшего войсками во время осады Фамагусты в 1570-1571 годах – Лала Мустафа Паша. Рядом с храмом растет фиговое дерево, которое было посажено, если верить табличке, в 1299 году. Şimdi o
Туристы полюбили отдых на Северном Кипре за то, что для въезда в страну виза не требуется. Северная часть Кипра ясно понимает ценность туризма. По сути, это одна из главных статей дохода страны, поэтому условия для путешествия по этой части острова ничем не отличаются от сервисов Турции и Греции. А по доброжелательности и приветливости турки-киприоты даже превосходят южан. Hiç kalmadı senin. Güle güle git, bende aklın hiç kalmasın senin. Yana yana git, zaten hatırın hiç kalmadı senin. Sıra bende, bu son veda. Kendin çal, kendin oyna. Gelmem artık bu oyuna. Kendin çal, kendin oyna. Наиболее популярны у туристов такие города Северного Кипра, как Кирения, Фамагуста и Дипкарпас. Причем количество туристов из Европы и Израиля в этих городах значительно превышает количество россиян. Kendin çal, kendin oyna. Sen bana neler ettin, ne sevgi, ne huzur, ne rahat verdin. Bir güldün, bir öptün, bin de naz ettin. Şimdi oyna, asıl sen oyna. Sen bana neler... Во всех приморских городах имеются отели и гостиницы любого уровня. Здесь же можно взять на прокат машину, на которой всю страну с запада на восток можно проехать за полдня. Кроме того, хорошо развито автобусное сообщение и явно лучше, чем на юге острова. В кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. Музей представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре.
Кухня Северного Кипра – смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и среднеземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками способов, равно как и кебабы с мезе, холодными или горячими закусками. А о сладостях, понятно, и говорить нечего. Популярные блюда – ближневосточные холодные закуски, хумус и джаджик, малихия, куб-кебаб или клефтика турецкий кёфте и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы маджун.